Самена Хундутуну Худут. Добрый вечер, с вами Байырма Раднаева, журналист телевидения и инстаграма. Мы сегодня на паблик-токе онлайн в прямом эфире. С 3 по 5 декабря Национальная библиотека проводит первый фестиваль «Байкальские чтения». В этом году он посвящен 95-летию Дамбы Жылсараева, автора слов гимна Бурятии. В эти дни пройдут очень интересные лекции, семинары, круглые столы, посвященные литературе Бурятии. Одно из этих событий – наш паблик-ток. Мы сегодня будем говорить о творчестве на бурятском языке в стенах Республиканской юношеской библиотеки. Наш эфир, кстати, идет параллельно на Ютубе, в Инстаграме и ВКонтакте страницы библиотеки. Подписывайтесь, там очень много интересного. Итак, участники нашего паблик-тока – это люди, которые как раз-таки творят на родном языке. Это Олег Юмов, режиссер-постановщик Бурятского академического театра драмы имени Хацанамсараева. Вы наверняка слышали и смотрели постановку «Старик и море», проект «Хроники исчезающих деревень» или видели театральный сериал «Полковник пишет». Так вот, это все Олег Юмов. Здрасте. Здрасте. Микрофон, да? Здрасте. Юлия Будаева, автор известных песен «Басаганэ Дун», «Нарымни», «Бурядни». Юлия пишет песни для звезд нашей эстрады со школьных лет, лауреат конкурсов и премий. Самена. Самена. Мадыба Даржиева, певица, композитор, заслуженный артист Бурятии, еще исполнительница, как выяснилось, главной колыбельной этого года на Мухумуни, да? Она должна была быть танцевальной, но стала колыбельной, оказывается. Да. Ганди Галсангнимын, музыкант, вокалист, автор песен, один из первых, кто спел известную монгольскую песню «Миняв Дочин», Адочин, и она стала очень популярной у нас в Бурятии. Самая навалтара. Алагу Егоров, композитор, певец, аранжировщик. Всем привет. Итак, сегодня мы обсудим такие темы, как насколько творчество на бурятском языке может быть востребованным, с какими сложностями чаще всего сталкиваются наши герои, и чего не хватает для большего охвата успеха проектов. Прямо во время эфира мы ответим на ваши вопросы, так что пишите активнее. У нас есть 1,5 часа, и я надеюсь, они очень будут интересные и насыщенные. Итак, дорогие друзья, первый вопрос, первая такая тема для обсуждения. Я как человек, который вот в бурятской этой теме уже 7 лет работаю, заметила такую тенденцию, когда, допустим, я где-то появляюсь, все резко начинают бурететь, вспоминают бурятские слова, начинают там сэмбана и так далее, там, как правильно, как это будет по-бурятски и так далее. Вы замечаете такое вот какое-то изменение вокруг себя? Расскажите, пожалуйста. Со мной всегда так. Все становятся бурятами. А как это проявляется, что начинают говорить? Это потому, что я, наверное, самый не русскоговорящий. Я до сих пор с акцентом говорю. Я из Шенехена. Вот поэтому я думаю, все думают, наверное, я не знаю, но до сих пор не умею говорить на русском, возможно. Да, это все ложь, Гандик у нас уже думает на русском, если что. Ну вот. Ну, сейчас все начнут, но на бурятском, наверное. Я такого никогда с собой не замечала. Такого не было? Нет, такого не было. Но, правда, те, кто хоть немножко знаком с тем, чем я иногда занимаюсь, они там сразу спрашивают, а есть новые песни? Видимо, их давно не было. Олег, пожалуйста. Есть такое или нет? Вы наблюдали? Ну, если среди знакомых или тех людей, которые, допустим, меня знают, они, наверное, начинают не бурететь, а сангалеть, как бы, да? Так, что это такое? Ну, они начинают говорить со мной на моем диалекте, на сангольском диалекте. Потом те, которые ближе знают, там, допустим, знают, что я жил долгое время в Монголии, ярячте, там, тыгечте, ингечте, там начинается там уже монгольская тема. Потом я как-то учился в первом интернате. Ну, когда интернатских видишь, там, ну, это уже степень общения, с кем ты общаешься и так далее. Например, интернатских увидишь, автоматически переходишь на бурятский язык. Ну, там уже как бы амикошонство и так далее, вот. Ну, своя какая-то тема, да, и так далее, вот. И сейчас на данный момент у меня просто очень много диалектов просто в голове смешалось там. И я что заметил, когда ты в районы приезжаешь, начинаешь подстраиваться под их диалект, как-то вот этот. В прошлом году там просто был очень большой проект «Хроники исчезающих деревень», где мы документалку снимали, где-то 11 деревень объездили, да? Вот. И в этом году по ГСРу мы тоже проект делали, тоже по иркутской части с бурятами общались.
Ну и там заметил, что и съемочная группа, все, которые были, начинают там так подстраиваться. Ну, этим, наверное, и клево язык, его полифония, вот как бы, ну, мое мнение. Вот. Алагуй, есть? Нет. Все ясно, лаконично. Нет, тут, конечно, некорректное сравнение, типа вы все равно ведете ДНЗ и так далее, все знают, вы по телевизору каждый день, а мы как бы появляемся, нет там у кого-то в сторисах, в Инстаграме и так далее. А если вот просто как бы абстрагируясь от этого всего вопроса, то как бы мы с детства в интернете всегда, когда человека увидим, говорили «Сэм Бэна», и нам это как бы как рефлекс безусловный привязали, и в общем мы так и разговариваем теперь все время. Я вот на территории интернета оказываюсь, все, Сэм Бэна, неважно, русский, буряты и так далее. Но на сегодняшний день у меня в жизни, я вообще везде говорю всем Сэм Бэна, БРТ. Я считаю, что каждый человек у нас в Бурятии, неважно, русский, бурят, там, узбек и так далее, таджик, все равно как бы, даже как в форме шутки или в форме какого-то такого, скажем так, отношения, лояльности к тому, что мы находимся в Бурятии все-таки, всегда поддерживают меня, и все говорят Сэм Бэна или БРТ. Хотя бы эти два слова, я считаю, что как минимум каждый должен знать в Бурятии. Все. Отлично. Да, да. Я хочу отметить ресторан «Тенгиз» и лобби-бар, в частности, в Байкал-Плазе. Я знаю, что его директор Дарима Геннадьевна Матханова, она строго-настрого указала своему персоналу со всеми здороваться и прощаться только на бурятском языке. Ну, то есть максимально переходить на бурятский язык. И очень приятно, вроде бы заходишь в Байкал-Плазу, в лобби-бар, ну, очень часто же там мы назначаем встречи, и сразу бармен говорит «Сэм Бэна, БРТ». Прямо так приятно вообще. Ну, наверное, это на сегодня это единственное. Да, обязательно сходите. На сегодняшний день я думаю, что это единственное заведение. Единственное заведение, где вот так делают. И я вот, у кого есть, может быть, призываю, у кого есть, ну, там, рестораны, кафе, магазины, кстати. Не, свой персонал вот так вот обучать, чтобы все-таки вот таким образом популяризировать, распространять. Не, как бы просто я, на самом деле, вот это мой опыт, и мне каждый раз я удивляюсь, на самом деле. Да. Так, наши участники все талантливые, все творят на родном языке. Не обобщайте. Ну, Шутка. И вот самый первый вопрос такой, почему бурятский вы можете, мне кажется, все творить и, ну, на других языках, и монгольский, и русский, почему бурятский, почему он важен для вас? Что, я отвечу? Да. Мой ответ вообще крайне прост и примитивен. В 2006 году Царенша Женимаев мне сказал: если ты хочешь в Бурятии стать известным, делай на бурятском. Я в тот момент делал музыку на русском языке. И учитывая всю конкуренцию рынка вообще русскоязычного, типа и начинающего меня, было как-то очень сложно в этом всем мире куда-то продвинуться и так далее. И еще тогда интернета толком-то не было. И, в общем, Царенша Женимаев сказал: делай на бурятском, не тупи, и будешь крутым. Все, я только начал делать на бурятском, через год, там, через два мои песни были везде. Поэтому это просто, это тупо, и это как бы единственный такой, ну, один из способов, чтобы стать там медийным или известным в Бурятии. Это самый легкий способ. Так что, если вы хотите стать известными в Бурятии, делайте на бурятском, и все. Вы согласны, думаю? Да, я согласна с этим, потому что, ну, надо понимать вообще нашу, ну, давайте языком рынка, да, я скажу, что существуют сегменты, да, шоу-бизнеса. Понятно, что бурятский сегмент, он очень малочисленен. Да, 200 тысяч, поэтому и, в принципе, очень маленькая конкуренция среди творческих людей, и, соответственно, легче пробиться. Но в то же время есть и минус, обратная сторона медали, в том, что этот как бы сегмент, он очень ограничен. Все. Ты вот достиг какого-то уровня, дальше ты уже не можешь продвинуться. То есть целевая аудитория, А? целевая аудитория ограниченная. Да, очень ограничена. В то же время здесь есть и плюсы, и минусы. Вот, ну, как бы, если говорить экономическим языком. А так тоже руководствовалась, как бы, можно сказать, не скрою, что тоже и экономическая составляющая была в этом, но в то же время все-таки было, вот у меня, например, была все-таки идея, основная концепция, ну или как
как миссия. Я считаю, что все-таки у меня конкретно, и у каждого здесь находящегося, и Алагу, и Нет у меня миссии. нет, у тебя есть миссия, я знаю. Это он так притворяется на самом деле. На самом деле он очень глубоко патриотичный человек с большим чувством патриотизма. И Ну, то, что Алагу здесь находится, он согласился, и Это все уже вы, говорит. что пришли, согласились. я думаю, что все равно кажется, миссия это- существует, да. вот лично для меня, чтобы на родном языке создавать, вот у меня лично произведения, которые могли бы не только, ну, как бы, конечно же, украсить, наверное, палитру творческих произведений, художественных произведений, ну, в частности, в эстраде, да, и, может быть, как-то даже стать какой-то визитной карточкой, может быть, народа, да, ну, как и, в принципе, и получилось, наверное, с песней Басхане Дунг, да, ну, какая-то хоть маленькая, но визитная карточка. Та же она Мухангуни сейчас тоже, она вот шагает даже не только по Бурятии, но и по планете. И когда вот мне очень... Почему я так говорю? Не из пустых, не из того, что я так раз решила сама, потому что очень многие уже в течение 10, может быть, лет мне вот говорят, ну, эти наши соотечественники, которые уехали там в Париж, в Испанию, в Америку, и вот они говорят, когда меня спрашивают, а вы кто вообще? Ну, там начинаешь говорить, и вот чтобы, ну, в продолжении своих объяснений, где, откуда я, что такое Бурятия, мы раз и ставим твой клип «Басхане Дунг». И сразу как бы, чем объяснять, это же картинка сразу, она как бы, и, ну, как бы, чем хороший клип музыкальный? Тем, что буквально в 3 минутах размещается и картинка, и музыка, и мелодика, и язык, и традиции, и все. И как бы вот показав один клип, уже какое-то представление о народе, о этой частичке света в мире. Да, по большому счету это мы создаем презентацию нашего народа, презентацию удобную, удобоваримую для всего мира. Ну вот я вот так А воспринимаю. можно сказать, что мы творим саркофаг. Вот Творим мои- саркофаг нашей нации. Юля, Ну что да, скажете? у Да. меня, ребят, было совсем по-другому. Я не начала писать, допустим, ради того, чтобы добиться какого-то признания среди своих земляков, среди говорящих на бурятском языке, среди бурятского мира. Я, наоборот, начала писать просто от того, что это был какой-то позыв души у меня, вот честно. И вот я сейчас думаю, если бы мне сейчас, ну, предложили зарабатывать на сочинительстве, да, на этом, я бы, наверное, выбрала какой-то другой язык, хотя бы русский. Какие-то попытки я, конечно, делаю к этому, но прихожу каждый раз к такому выводу, что я не могу на этом зарабатывать. Это для меня вообще как песня души, я отдыхаю. На бурятских песнях не Да. можете зарабатывать? Я не зарабатываю на этом. Она не может зарабатывать. Я не могу на этом душевно зарабатывать. Как вы? Ну, в смысле, она не кайфует от этого. Я не монетизировала, в общем, это свое Нет, Алагу больше мастерство. на китайских песнях, да? Или и бурятских, Мгм. китайского ранга, так скажем. Да. Окей, хорошо. Олег, что у вас? Олег вот до онлайн нашего разговора говорил о том, что были бы границы открыты, да? Вы бы здесь не были? Не, не то, что здесь не был, просто из-за этой пандемии как бы много планов нарушилось. Так. Ну, там связанные там и с театром, и с кино, как бы. Вот, но это не суть важно, да. Для меня, во-первых, постановка вопроса как-то странно звучит. Бурядар хылывылны гуанин, ага. Зачем важен бурятский язык? Ну, потому что я как бы узкоглазый, как бы, потому что... Может, на китайском? Китайцы тоже узкоглазые. Ну, это не как это умное слово-то? Не аргумент, да? То есть, как бы, это же как это... Мне авой жинын хылывенахина. Ну, как бы... Ну, видите, Сам у всех вопрос, разные как бы, варианты. то, что мы сейчас в 21 веке, сама постановка вопроса такая стоит. Нафига важен русский язык? Вот спросите у русского. Или нафига важен в Китае, тем более, нафига важен китайский язык? Ну, это, мне кажется, Это странно. вопрос о постановке, нафига? Тут есть вопрос такой, что на русском языке сегодня, владея русским языком, ты сегодня устроишься на работу, ты сегодня заключишь там какие-то нотариальные договоры, юридические какие-то акты будут, процессы и так далее на русском языке. Чего ты можешь сделать, обладая бурятским языком? Вопрос. Вот в физической реальной жизни, я считаю, вопрос так поставлен. Не, ну
как бы я в совершенстве владею и русским языком, да, это же не мешает мне владеть и китайским, допустим, тебе, да, и работать на китайском, ради бога. Ну, а вы жинхылы, это, мне кажется, должно быть. Ну, как это странно-то, я приду там Ну, на это ого, же, да? это же тоже не панацея, скажем так, да. Я не считаю это обязаловкой. Ну вот я есть человек-бурят, который не знает бурятского языка. Ты сейчас говоришь, должно быть. Кому должно быть? Мне? Я же не о тебе Ну вот, а говорю. ему, допустим, другому Да человеку. ради бога, что он хоть на папуасском пусть разговаривает. Все верно, ништяк. Ты Гандик. живешь в Китае, разговаривай на китайском, ради бога. И второй момент, то, что я хотел подчеркнуть, да, и так далее, вот если мы говорим, как развивать, популяризировать бурятский язык через творчество, да, через виды искусства. Да, тут разные деятели собрались и пишут, и поют, и сочиняют, да, и так далее, деятели. И здорово, что такие люди есть, да. И, ну вот пример, да, вот Апокалипсис Мэла Гибсона, да, он же как бы восстановил язык майя. Там много там всяких этих критиков собралось, да, что, мол, он такой несовершенный, туда-сюда, да. И если среди моих коллег-режиссеров, там, допустим, или у меня когда-нибудь там в перспективе появится фильм мирового масштаба, который будет идти на бурятском языке с английскими субтитрами, ну это же такое крутое достижение. И понимаете, тут даже как бы дело не в антиквариате, да, дело там не в исчезающих каких-то вещах и так далее. Просто красота языка. Например, вы когда ездите, да, и так далее, например, мелодика языка, да, какие языки вам нравятся-то? Ну, как бы там, о чем говорит. Мне, например, японский очень нравится, да. Мне нравится там, допустим, как немецкий звучит и так далее. Вот. И если там какого-то, ну, у нас такой момент, как бы сказать, мы здесь у себя там на родине можем быть все такими, да, чё кого, грубо говоря, да, каждый в своем деле, да, и так далее. Но если действительно как-то вот появится какой-то хит умы-дыгмы, да, мирового уровня на бурятском языке, или ты напишешь там, станешь Ахматовой бурятской, да, которые на бурятском языке будут цитировать и в переводах там во всех, ну, на все языки, грубо говоря. Ну это же здорово, почему бы нет? Да? Ну, мысль такая. Согласна. Гандик, проще ли сейчас, если вот наши да, друзья говорили о том, что на бурятском тогда было проще, ну, там, конкурентов меньше и так далее, то сейчас как? Проще ли на бурятском писать и быстрее становиться популярным? Ну, так, переводчик надо будет, походу. Ну, бурядар хурагам не волхы. Ашул хабде. За. Мені хобі күні ұзылты, мені өремне амдырлар ауызы қылқы болаға ябығын қарғай. Би ұрышын қыны тұрғын болқыда, бурят қылын тұқа бейін күзі хандығы бейбі қыды, әні мені хобі ұзыл. Өренгі, әні баға үжі әуемне хорғал олны. Өренгі тұрғын қылы, өренгі язаншыла мүткі яқты егідік. Чему шыраға ямыр шықылын өптірігін бай жолына, ямыр шықылы мүттік ойылғыдық бай жолына текді. Өренгі тұрғын қылы ятқада қамға над зақын түрнікіде еугін баға мүткі яқты егі және алғын қылдығы яғыр түрі әм байына байырты егід. Бағысыға емір көғыр шайғыдыл. Шыны ондойны үймі. Мүдініп тегід. Әні бурят до зақияқыда тұрғын нүрті көрінігін теміркі асолты ойыны. Як бурят орындық ішқылыға додал баға як темі хүнгін шушы яға шахва өрін қойын баға авиас орылдылғы ажылы хықы тем қырықты зал хабы тегет мені өрім нүші ұңғырығын үндікін явысар батқыды бин өвір моңғылға олаң ұдырет, бурят олсанға несіл хоты ирет, әмдір жуы әңін қоқсанда, орлығы қарға депқыда өвір моңғылды танылсы шада өзонты, олаң ұдырды ержі танылсави. Ендігі әнді бі өрінгі күхі анағын түрі, құсығын түрекіндігі баға алқым шатыдыр, баға сағағар шадат, нолың күнді тез оныты танылсығын болқар, Тендіға орегдір жерін түр тамыды олшытта бе енді ертеден те хай танылсы жүріп. Темірху байтыл те тегіп. Мене анқада олаң ұдды шармайға юмынды құржы балқығы жанды. Кто не понял, в общем, если в Улан-Удэ постараешься, то можешь что-нибудь сделать. Здесь проще? Когда начнешь на русском писать?
Здесь проще, чем у Мурмана? Или Буланды проще? Ну, а только продвинуться. Для бурятов тут проще, для монголов я не знаю. А для бурятов тут проще, для диалекта, например. Для бурятов почему Бурятского проще? языка раз разговор сегодня о нем. Население меньше и вообще людей меньше или что? меньше конкуренции. Меньше Ну, в общем, в конкуренции, целом да? это неправильно сравнивать. Во внутренней Монголии 4 миллиона 700 тысяч монголов, монгологоворящих, в Бурятии 200 тысяч. Ну, разница колоссальная в разы. Так что смысла сейчас обсуждать и сравнивать внутреннюю Монголию и Бурятию вообще нету. Хорошо. Такой вопрос. Вы все сочиняете на родном бурятском языке. Чувствуете ли вы какие-то сложности, какие-то не то что проблемы, но сталкиваетесь ли с, я не знаю, незнанием каких-то слов, там, обращайтесь к словарю, о том, что у нас словарный запас все меньше и меньше, ну, в отличие от наших родителей, там, бабушек, дедушек и так далее, да, как они владели. Вот расскажите, пожалуйста, допустим, я, когда пишу на бурятском, я активно работаю со словарем, потому что какие-то вещи я там не знаю явно хуже, чем моя мама, там, моя бабушка и так далее, я как бы говорю. Со своей проблемой. Ну вот вы говорите, что кто сочиняет на бурятском. Я сразу скажу, что я сочиняю мелодию, Да. и слова, конечно, я на бурятском мне сложно сочинить, поэтому я пытаюсь обратиться к тем стихам, которые были сочинены уже. Но дело в том, что вот у меня так мое композиторство, оно как бы так настроено, что у меня сначала приходит мелодия. Я не могу на готовый текст сочинять мелодию. Ну, я считаю, что это не от души, потому что мелодии все мне приходят как будто бы свыше, я не знаю, я не сама их сочиняю, как будто мне кто-то дает эти мелодии. И вот под эту мелодию, когда я начинаю искать стих, там, ну, подгонять, допустим, того же Чайбонова, того же Дандоку Улзытуева, там, или еще кого-то, ну, не всегда получается, да, по строчкам, и поэтому приходится обращаться к поэтам нашим, желательно молодым, к Юлии, Гандику. И, ну, вот на самом деле таких людей, к кому можно обратиться, чтобы на мелодию положить стихи, очень мало. Вот, У нас меньше 10 поэтов, по-моему. да, ну я вот буквально знаю двоих, буквально, кто может на мелодию. Да, вот, кстати, вот эти люди здесь и сидят. Получается, что вот мы теряем именно тот творческий потенциал. Когда вы слышите современные песни, ну вот последних лет, когда читаете текст, вы чувствуете, вот вы видите, что упрощается язык там? Существительный Да, глагол, безусловно, прилагательное особенно и всё. когда стихи, песни, которые были сочинены, упрощать. Ну, в принципе, да, это как бы мы тоже... Очень часто вот в песнях, которые сочинены были лет 20 назад, да, мне действительно приходится в словаре рыться. Ну, вот как бы... И, оказывается, не я одна такая. Я просто стеснялась этого, оказывается, вы тоже. Ну, мне кажется, это вообще в этом ничего такого ужасного нет. Я тоже часто ищу какие-то слова в словаре. Ладно, слава богу. Ну, в этом, мне кажется, Вот мне кажется, он наоборот, наверное. Он наоборот словари пишет. Ну, бывает же, просто вылетело из головы. Есть помощник, родители. Помогает тоже иногда. Ну, вот у тебя, видишь, первоисточники. Не, ну, без словарей на сегодняшний день, конечно, тяжело, потому что очень много слов утрачено, и очень много современных слов, которых не хватает для того, чтобы какую-то мысль ясно выразить и так далее. Поэтому приходится у монгольского языка заимствовать очень много слов, делать их, скажем так, бурятизировать. Очень много слов, то есть я, допустим, вообще с детства не разговаривал по-бурятски. То есть у нас дома никто не разговаривал по-бурятски, и только после интерната бурятского появились в голове какие-то правила, как вот там, какое за каким словом придет там, как склонять, как спрягать и так далее. Все эти падежи, 7 падежей бурятским, если никто не знал. Так что словари это, конечно, это наше все. Плюс еще те же самые книжки, мини-книжки там с Улзытуевым, с тем же Жалсараевым и так далее, где ты можешь подглядеть какое-то словосочетание интересное и так далее, понять его, проанализировать и к себе в текст, скажем так, украсть, да.
Да, конечно. А вот и по поводу того, что сегодня язык упрощается, ну, извините, типа, тогда было наоборот игра такая на увеличение слов. Любого поэта тех времен взять, они там максимально распаляются всякими разными красивыми прилагательными и глаголами, которые сегодня даже ты просто не поймешь. Без словаря как раз. Да, без словаря. Но иногда даже бывает такое ощущение, что это вообще они из головы сами придумали, это прилагательное какое-нибудь. Ну, конечно, оно не так, но ощущение такое присутствует. Так что, да, словари наши помощники, как ни крути, и монгольский язык это основной, скажем так, источник, из которого черпается такая словарная база, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день, да. Потому что у них больше слов, тупо больше слов. Все одинаковые, на самом деле, просто диалектами. Я вообще лично не понимаю людей, которые говорят, что ой, бурятский и монгольский настолько разные языки и так далее. Вот мы вообще не понимаем по-монгольски, ну вы что угораете? У нас одни и те же самые корни, одни и те, все то же самое вообще раз в раз. Ну тут чуть-чуть ухо свое маленечко вот так вот направь, чуть-чуть, не под 45, а по 35 градусов. Все сразу поймешь. Так что мы очень близкие, максимально близкие, даже братья родня. Олег, мы знаем, что в Бурят-театре, когда, допустим, какие-то архивные материалы, какие-то ну, старые, скажем так, вещи, да, древние вещи, когда ставятся на новый лад, они тоже упрощаются, перефразируются. Ну, говорили об этом режиссеры, актеры, что вот, чтобы на слух воспринималось проще. Так это? Ну, я немножко, может быть, резко скажу, это не имеет отношения там, конкретно к данному театру, да, и так далее. Вообще просто я не сочиняю на бурятском языке, я просто работаю с текстами бурятскими, с разными диалектами и так далее. Для меня самая сложная работа была, это когда я работал над эпосом Шона Батыр и ГСР, ну, все 9 ветвей, да. Как-то было время, когда мы делали мультфильм по третьей ветви ГСР, борьба ГСР с демоном Арханом. Но это там, ну там без словаря, конечно, не обойдешься, там расшифровываешь. Расшифровываешь не просто буквы, да, и так далее, слова, а расшифровываешь смыслы. То есть, как бы, и как это перевести и сделать доступным. Ну, в этом есть свой азарт кайфовый. Вот. Потом, когда уже другим проектом, допустим, там занимаюсь, да, там, когда по районам ездим и так далее. Тут у нас еще в чем и плюс, и минус, да. Ну, это же мы же диалектарно офигенно разные. Я там вообще просто офигеваю, как бы, от иркутского диалекта. Ну, это же, ну, это очень красиво. Вот, например, там мы были там на родине Попыту Шемилова, Пехана Петрова, Маншута Меденова, да, это Улигишины, да? да, одни самые такие крутые улигишины, да, которые там знали тексты наизусть. Это же сколько текстов-то, это 9, ну, ГСР полностью 9 ветвей знать. Это же, я не знаю. И насколько сейчас это, даже если сравнивать с тем же Доржи Банзаровым или с теми людьми, да, и так далее. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это просто мои мысли, да, и никому ничего не учу и не навязываю, да. Но это язык обезьяны на сегодняшний день. Это же так получается. Биошо, яба, ерей. Биошо, яба, ерей, диле, сада, унта. Чихэ, тыгэ, Да, это как новое слово лагу. И отсюда-то и отношения, да, и так далее, как сказать. Ну, это не мои слова, но я это выражение вот очень сильно запомнил. Язык обезьяны. А чем ты от обезьяны отличаешься на уровне гласных? И так далее. Это обидно, с одной стороны, то, что вот это... Я понимаю, что государствообразующая нация здесь, да, ну, в Российской Федерации, в России живем, да, и так далее, но все-таки как бы... Вот я часто ездил на фестивали национальных литератур, которые проходили в Новгороде, в Новосибирске, в Москве, да, и так далее. И там со всей России приезжает национальность. И так, как бы сказать, я даже сам не знаю, вроде бы как бы, ну, по географии нормальные оценки были, да, и так далее, но я даже сам не знал, что так много языков. И таких классных языков. И вот тогда просто там человек 100 собирается, да, на этих фестивалях. Каждый свои атрибутики, кто как может и так далее. Есть исчезающие прям языки. Всем эрзям шумбрат. Вот. Ну вот это сейчас, как бы сказать, я уйду немножко там в другую область. Ну, был вопрос о словарях, да, и так далее. Естественно, мы работаем, и естественно, как-то хочется, чтобы везде в творчестве не было три притопа, три прихлопа, да? А то вот как бы я, может быть, резко немножко скажу, как бы, когда слушаешь песни, ну как бы, ну, бишамда дуртеп, шинамда ереш, зурху мне хайлать, ига. А как-то хотелось бы, чтобы это было, ну, поэтически, во-первых, образно, ну и где-то там как бы, ну,
Арате аман угу, да, какой-то хоргал, какой-то месседж, мне кажется, должен быть. Вот ханга. Да я не знаю, когда ты находишься в таком мире и на фоне вот этого всего, ну какой может быть там, я не знаю, жаргамыл, жаргане, понимаешь? То есть надо, как бы, время такое, ты соответствуй времени, как бы, и все. То есть если ты хочешь, чтобы тебя действительно слушали, и хочешь, чтобы, как бы, народ не воспринимал твое творчество как что-то архаичное, соответственно, надо времени соответствовать, вот и все. А то, что у каждого свое отношение к современным тенденциям, упрощению или усложнению, там, и в том числе и мелодии, то есть, да, то есть если раньше целая полифония была и так далее, да, гармонизация, сегодня у нас 2 аккорда, 3 аккорда, можно и об этом поговорить в том числе. Так что на сегодняшний день, так как идет упрощение всего, в том числе мелодики, текста и всего, ну, мы принимаем данность, вот и все. Не То есть больше. это просто Ну, либо имение время времени. тебя имеет, либо ты имеешь время, понимаешь? Тут же о степени таланта. Но если ты зависит. имеешь сегодня время, то ты сегодня бедный. Все. Я бы не сказал бы, например. Ты можешь быть таким уникальным, да? Микрофон. Тогда можно было, конечно, все вот эти жиргамылы, да, показать и читать там. А если вот петь песни, там надо максимально коротко и ясно выразить, что ты хочешь донести Не, до не, людей, смотри, например. Гандик, это же твоя песня, да? Ашасы Дилхедер и Уве Буалдаре, да? Или не твоя песня? И Чиглы Балдары, да? Чиглы Да, Буалдаре, да, тогда? Мгм. Ну там же у тебя же не 3 прихлопа, там же мысли. Ну, это и было время другое. И год был другой, если что, 2012. Ну, ради бога, но это же все-таки, это же пользуется Ну, там я популярностью. тоже пытался, на самом деле, максимально, там строчка, там 3 слова, получается. Алтын Дилхедер, Оршин Абдирхада, но... Вот эту Ну, середину, Да, 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 да. Да, вот просто мы... Можно микрофон на Юле? Не-не-не. Так. Просто вот мы действительно вот во время всепоглощающего вот этого маскульта живем, когда действительно все упрощается, и язык в том числе, ну как явление, да? Подождите. Подождите, не теряйте сознание, я договорю. Просто вот я считаю, что место имеет все, и очень простые на обезьяньем языке, они тоже кому-то, ну, доставляют определенное, да, удовольствие. Да. И должны быть обязательно и произведения, которых действительно есть, Чуть больше, чем... у которых содержание превалирует над формой, так скажем, да, а не И наоборот. форма, и содержание просто Да. на максимум. Ну, это как идеал, да, к которому мы все стремимся. А слушайте, а песни вот 90-х, 2000-х, вот именно золотой поры нашей эстрады, там, допустим, там, Турушин, Дорон Намжа, Удыши, вот они середина или они вот 3 прихлопа? Они то же самое, что и сейчас, мне кажется. Нет, что ли? Ну, как бы то же самое. Но Они написаны все за 20-30 минут. надо тоже тут не обобщать. Так. Есть разные авторы, есть разные песни, есть разные все. То есть есть там, грубо говоря, группа Уитен, у которой вот там 4 аккорда там, и 6 слов, да. Есть Андреев и Гуга Чемитов, да, у которых там 26 слов, да. И то есть и люди-то, они профессионалы. То есть тот же самый Андреев, тот же самый Манджигеев, это же профессионалы, это люди, которые учились там, именно Емпилов, да. Они же учились, да, консерватория, это совсем другое. Мы сегодня, вот я не образованный человек, я могу сразу сказать, но просто за опытом, да, за 15 лет опыта, как бы у меня есть какой-то вот бэкграунд, и что-то я могу соорудить, соединить. Но даже нас, сегодняшних, никак нельзя сравнивать с ними, с теми, потому что это классическая школа, это профессиональное образование, консерватория и так далее. Да, как бы они круче по всем позициям. Мы просто лохи, если что. Но то, что упрощается, это нормально. Ну и То есть вообще-то не для надо- них песни это было не основное. Это они побочно так, ну, сочиняя оперы, симфонии и так далее. Раз они песнюшку так между делом да? написали, а в итоге-то получилось, что народ-то их даже знать не знает у Андреева, сколько симфоний, сколько опер. Вы знаете? Что у него есть там симфонические, инструментальные оперы, балеты и так далее. Мы же этого не знаем. И
Ну, на самом деле, конечно, здесь в данном случае нужно, как я как музыкант, профессиональный пианист, я говорю, что на самом деле у нас очень страдает как-то популяризация именно классики, бурятской национальной классики. Вообще практически ее нет, и да даже та, которая есть, которая формировалась благодаря, может быть, даже и советскому периоду, когда вот наши композиторы, тот же Андреев, Манджигеев, они специально по государственному заданию искались, выискивались, отправлялись в консерватории, здесь образовывались союзы композиторов и так далее. Это все равно, это же была государственная политика, чтобы национальные культуры поднимать, чтобы создавались национальные произведения музыкальные. Госзадание было там, те же... Это мы плавно к вопросу финансирования. Да, к вопросу финансирования. И я считаю, что на сегодняшний момент мы, например, те же, у нас вообще очень слабо развита пропаганда именно классической музыки национальной. Ее практически нету, да. И получается в том, что Андреева мы знаем чисто по песням. Хотя, я говорю, песнюшки для него это были буквально так, между делом он писал. Вот. Слова песни. Ну, слова песни, я думаю, всегда они так и были, потому что, мелодии есть же для того, чтобы донести эти, смысл кому-то, да, потому что даже наша народная песня, там сколько слова, которые все знают, алтаргана, да, ара газырта, оргакша, асыбуха алтаргана, там каждый, 6 слов. Зато каких слов? Да. Я про это говорю. Не бишам да, бухте, бишам да, а вот те же самые 6 слов, но у них есть мысля. Ну, тут тоже Это дело в философия контексте уже, слушателя, потому что тогда народ, наверное, понимал вот эти 6 слов, а на сегодняшний день наш народ, основная масса, не понимает даже этих 6 слов, зато они понимают бишамда, дуратеп. И проще им вот эту донести мысль, и хотя бы они будут чувствовать какое-то удовлетворение, что они на бурятском что-то поняли вообще. А тем более это касается малоговорящих на бурятском языке. О, я что-то понял, бишам, да, дуратеп. Круто, я бурят. Даже русские так в Бурятии думают, о, я понял вот эти слова, я бурят. Нет, что ли? Да, так оно и есть. Ну тут либо, тут, наверное, творческий путь каждого чувака, да, кто-то там, кто творчеством неким занимается, да, либо ты подстраиваешься под аудиторию, либо диктуешь свои какие-то правила. Тут кто какие задачи ставит, понимаешь, об этом речь. Если, допустим, Мадыгма сделает хит очень глубокими какими-то кайфовыми текстами, да, и у человека, послушав ее и пронзились, прослезились, что называется, и человека возникнет потребность, понимаешь, потребность узнать, о чем она там поет, понимаешь? Вот я о чем говорю. Вы не помните, вот я древний человек в советское время, да, вели анкеты, переписывали иностранные песни. Я помню, что у меня Yesterday, да, Битлза, было написано на бурятском, на кириллице, да, Yesterday, all my troubles seem so far away, да. Песня настолько, и битлы настолько такие, да, что я даже не зная, о чем он там поет, я просто его цитирую и так далее. И вот я об этом-то и говорю, да, вот если мы говорим о бурятском языке, да, какой-нибудь, я извиняюсь, опять возвращаюсь, ничего плохого про папуасов не хочу сказать, но если какой-то папуас цитирует на бурятском языке какую-то песню композитора Алагоева. А ты понимал вообще, о чем было Yesterday? Ну нет, конечно, я зато... Ну вот видишь, а мы сейчас-то говорим о сути же, правда ведь? А ты сейчас мне говоришь про звучание. Это вообще две абсолютно диаметрально противоположные вещи, так оно? Нет. Ты только что сказал... Ты сейчас в другую тему Не, смотри, уходишь, ты только что сказал, надо, чтобы была суть осмысленная. Не бишамда, дуратеп, бишамда, хартеп, а что-то такое, ара, газарта, оргахша, туда-сюда, алтаргана, понимаешь? А ты сейчас сам противоречишь себе, говоришь, что я, не понимая языка, сидел, переписывал. А вдруг они точно так же говорят, бишамда, так я дуратеп? так же и переписал, а потом у меня возникла потребность, да, узнать, о чем он там Так поет. это сейчас и происходит. Да подожди ты что такой-то прыткий-то, ё-моё. По жизни такой. Не перебивай. По жизни. Ну, этика же должна же быть, правильно? Ну, а вы же горгалы же, да? Ты же не на улице, правильно? Вот, я не договорил, да? Я сначала не знал английский, это был 4-5 классы, да? Я просто кайфовал от этой песни самой. Ее как умел переписал на кириллице. А когда чуть-чуть подучил уже английский, я уже начинал понимать, о чем она идет. А вообще, оказывается, там о маме речь идет, понимаете?
Если бы мне эта песня не понравилась бы, я бы никогда в жизни, как бы, у меня не было бы потребности, о чем там узнать, ну, о чем там поется. Например, Кейт Буш, да, есть такая певица кайфовая. Ами Dreams у нее есть такая классная песня. Не совсем понимаю, да, и так далее, но мне мелодия, ну и вообще как содержание песни вообще там торкнуло, грубо говоря. Я взял ее, перевел, но сейчас еще проще стало, да? Вбиваешь песню, и там сразу же перевод выкатывается, да? 6 видов перевода. Да, 6 видов перевода. И аккорды еще есть. И научился ее играть, и исполняю ее, да, допустим, в таком тесном кругу. Вот я о чем хочу донести речь. Так да? это уже есть на сегодняшний день, это все, о чем ты сейчас говоришь, оно это есть. Люди слушают Мыдыгму, люди просят перевод, перевод делается, вот все вот ровно точно так же, как у тебя было с Yesterday. Я тебе отвечаю. А по поводу на улице, не на улице, я не употребляю слово офигевать. Так что тут вопрос такой. Смотри, я имею в виду, что можно же писать содержательные песни, образные, правильно? А не просто там описывать свои чувства. Можно же? И можно же сделать так, чтобы это стало популярным. Это уже вопрос вашего каких-то содержания и таланта. Вот я о чем хочу сказать. О том, что мы бездари? Какую последнюю песню ты слышал? Я твою? Вот тебе вопрос. Вообще, какую песню ты последнюю из новых на бурятском слышал? Ну, я как-то, это не мой, чтобы это послушать, я, наверное, должен быть каким-то фанатом, да, эстрады бурятской. Просто можно любопытствовать. То есть Я допустим, Гандика слушал я, всегда. я, допустим, не зная темы, не могу говорить об этом. Тебя я последнего, я не знаю, что я слушал, но последний раз мы слушали, когда ездили по Иркутской области, вот этого Гандика, про Гатигле Буалдары, вот. Потом что слушал-то? Ну, Алагуя, не Алагуя, а Алихана слушал. Вот. Ну и все. Ну вот видишь, не погружаясь в вопрос, оценивать тему Бишамда Дуратеп, Бишамда Хертеп, это вообще, я считаю, неправильно. Для того, чтобы рассуждать о таких материях, как минимум хотя бы с 2-3 просто песнями последними, там, за последние, не знаю, 3, хотя бы 2-3 года нужно ознакомиться. Те же самые песни Юли, да, какие у нее есть там, и так далее. И тогда уже можно какие-то объективные выводы делать, да даже субъективные выводы можно делать, только основываясь на таком изученном материале. Все. Так что сегодняшние претензии я считаю недействительными. Так я же здесь не претендую на ультиматум. Мы же здесь выражаем свое мнение, да, исходя из наших познаний. Ну а если познаний-то нету за последнее время, какое может быть мнение? Ну я же все равно слышу, что там поет Мыдыгма, Например? да, что поет, например. Ну последнее, то, что она пела, клип-то выиграл-то. Как Намухун песня-то? Гуни? А? Намухун Гуни. Да. Ну что она ремейки там старых песен делает. Ну это же Автор круто. слов, автор музыки. Это вообще новодел, что ли? Новодел, что ли? Ну. Да. А я думал, это как сказать, это какой-то некий ремейк. Но вот это, да? Ну, ремейк какой-то старой песни советской, Нет, да? нет. Нет. Ну тогда еще. Ну тогда это вы выросли в моих глазах, что называется. Да? Вот. И понимаешь, я не музыковед, да? Я не претендую на какой-то авторитет и ультиматум. Я исхожу из тех моих убогих познаний бурятской эстрады. Вот. И я просто говорю, что вот, на мой взгляд, да, что не только там, допустим, в вашей деятельности, но язык стал таким везде. 3-4 предложения. И Ну, всё. если он по жизни стал таким, то это просто данность, его надо воспринимать как данность, все. То есть, а если это касается по поводу песен, то тут готов поспорить, вот и Да все. ради бога там. Я говорю в общем, да, что как бы, допустим, как новостные сводки пишутся, да, допустим, если мы говорим о прессе, да, как люди там блоги ведут там, допустим, на бурятском языке. Но хотелось бы, чтобы это было как-то, ну, богато. Язык-то богатый. Как Мы бы же рядом, все да? об этом. А если будет все богато, то никто ничего не поймет. Не, а даже взять вот монголов, да, вот даже Хамбалама говорит же, что монголы вообще упростили свой язык, вот бурятский он более богатый, более, ну, видимо, старинный, да, то есть мы сохраняем, так как он не развивается, он сохранен вот как бы, а монголы, имея практически одинаковый с нами язык, сейчас уже он упрощен.
На сегодняшний день монголы разговаривают на более упрощенном языке. Ну, конечно, там художественные произведения, может быть, и делаются на более таком богатом, но молодежь, вообще общение сейчас, вот, которое Там происходит... очень много английских слов у них. Там Да, они очень... месседж, И даже взять их имена, они же, допустим, даже мадыгма, они не... Мядыгма уже, все, они уже не так... Они называются мяди, меди. Да. Мига. Там, даже когда им представляете, я вот ука, мука, джука, хука, они же все вот, да, то есть они настолько упрощают, то есть это тенденция, видимо, не только наша То есть нам бурятская, но смириться и это приспосабливаться. в монгольском мире такая же тенденция. Это же большая волна изменений, она же накатывает на нас, и мы, как маленькие пингвинята, должны как-то приспосабливаться. Но я хохотал, И когда свою слышал монгола маленькую очко. цель, свою маленькую же цель тоже Да, надо да, да, преследовать, да? Вот мы сейчас все тут про бурятский язык размышляем. На русском. На русском, да. И существует там два абсолютно полярных мнения. Кто-то говорит слишком просто, кто-то говорит нормально, да. А вот я все-таки считаю, что мы как все равно стараемся какую-то вот серединку найти, ведь правда же? Да, вот все равно, даже когда человек, допустим, обращается ко мне, да, и с просьбой, вот я хочу новую песню, вот, пожалуйста, напиши мне, хочу о родителях, хочу там о родине, например, и начинают некоторые говорить, ну только можно мне там без всяких вот этих сложных слов, и чтобы там было поменьше звуков г, там вот этих х, потому что мне сложно, да, выговаривать. Говорят, да? Да, некоторые такие бывают просьбы. И Можно, пожалуйста, вообще без единого бурятского слова? да, и вот потом приходится объяснять человеку, это же язык, и вот эта буква Г, это О, это же неотъемлемая часть этого языка. Я, конечно, постараюсь, да, вот максимально... Но чувства будут не те. Да, но все равно прям на что-то, на очень супер примитивное не надо рассчитывать, потому что, примитивизму мы тоже не стремимся здесь. На мухунгу, ни, г, у, там самые ненавистные буквы социальных сетей, мне кажется. Вас, кстати, не коробит, когда вместо у написано вместо о. Мне там, кажется, как у это вас? многие от безысходности Или пишут, уже вы они- как-то махнули? Потому что, да, Да. не позволяет. Есть Вы знаете, я бы, казахская знаете, клавиатура. открыла бы, наверное, вот такое маленько в другое русло наш разговор. Вот меня, знаете, маленько удручает эмоциональная составляющая бурятского творчества, например, эстрадного, да, песенного, скажем, да. Вот очень удручает, что у нас вообще эмоции, которые выражены в песнях, да, законсервированы в песнях, они буквально две темы. Это родина И любовь. и даже не любовь, любовь к маме, даже к родителям и к родине. Почему-то тему, это, видимо, наше стеснение, может быть, да, заложенная традиции, что мы не можем, как, допустим, раскрытые эмоции. Даже я не говорю русские песни. Они тоже, кстати, в русских песнях тоже. Нет, Да, тематика- кальянный рэп сейчас, который популярный, Нет. там про страдания, про эти все, ты меня бросила, ушла, пришла. и так далее. Я даже не говорю, даже я считаю, что русская эстрада тоже бедна темами. Вот взять английские песни, да, какие там любовь, может быть, миллион там интерпретаций эмоциональных там каких-то оттенков, да, которые освещаются. А вот почему у нас в бурятских песнях так, что вот только у нас признаются песни о любви к родине, либо к родителям. Все. Когда там про любовь уже, ямыр жиктейм. Почему мы не можем так? Это на самом Гандик, деле... напишите песню про что? Про не что? так, и действительно не так, что я тебя люблю, я тебя хочу, да, а что-то такое, вы знаете, вот какие-то темы такие, что как-то у нас действительно, я согласна в данном случае, я согласна с Олегом тем, что беднота эмоциональная, может быть, тех переживаний эмоциональных, которые мы заключаем в песне.
Вот, может быть, нам действительно порыться вот в своих чувствах. Там. Бывает же разная любовь даже, это миллион оттенков любви, да? Вот взаимная, невзаимная, она брошена или он брошен, да? Либо почему у нас в песне нет, что вот он меня бросил, но я найду в себе силы и пойду дальше. У нас есть такая песня? Или, конечно, да? миллион таких песен. Ну нет, я... Просто у вас как бы колористикой все не так и оранжевое и красным называем. Ну, то есть Не, а где вот... миллион оттенков в разных песнях есть. Не знаю, что-то я... Вот сколько слушаю вот песни, да? Ну вот я считаю, что в этом плане, да, нам надо поработать, подумать, порыться. Ну да, конечно, мы не можем перешагнуть через те традиции, наверное, что мы, допустим, бурятская женщина никогда не должна плакать, да? Так же. Почему можно плакать, только не из-за мужчины? Не то, что да, вот видишь, опять-таки. Жанры, да. Не, а почему? А вот я хочу, например, исполнять песни, которые вот отражают, женщину 40-летнюю, например, да? Какие у нее переживания у 40-летней женщины, да? Кризис среднего возраста. Ну, например, да. Вот хотел... Вот мне кажется, мы должны... Лукавит. Мы в 2008 делали одну песню, называется «Мане Ягандуран». Так что оттенки уже увеличиваются. Ну да, это не получило же распространение. Просто люди даже не поняли вот этот оттенок в этом цвете. Кстати. И все, это же было про нашу розовую. А сейчас, мне кажется, самое время. Давайте. Ну, видишь, у нас же все это... Слушайте, тема Что интересная. Я засмущала. Не, дело тут не в Мадыгме. Да, дело не в Мадыгме. Было тату, которые пели там про лесби, отношения и так далее. Я на самом деле реальный жесткий противник всех вот этих вещей. И я вообще ненавижу окна Авертона, когда тебе издалека навязывают какую-то такую идею, которая потом становится обыденностью в твоей жизни, что-то типа Сергея Зверева в депутаты и так далее. Да, это реальные окна Авертона. Так что это мы вот давно... Я все имею против. Он бы здесь пожил хотя бы года 3, тогда бы я ничего не имел против. И позавчера, если бы мне боты из Украины не отвечали бы, что какого хрена ты тут базаришь, и он имеет право там находиться, он достоин этого, украинские боты мне пишут, и после них, после этой атмосферы добра подписывают наши еще буряты, вписываются в эту историю. Так что я думаю, нет. Если бы боты не отвечали, это значит... Нет. Который в Агине вообще не жил, а сколько он добра сделал? Нет, это дело-то не в этом. Дело в том, что изначально люди просто неведомой силой нам не из Бурятии пихают. Ну, разговор у нас сегодня не про Зверева, это, а разговор про то, что вот эти окна Авертона, когда издалека навязывают тебе какие-то мнения по поводу Ягандуран и так далее. Я, конечно, противник, но мы все эти цвета делали в музыке уже. И с Чингисом Хандажаповым делали. Просто общество тогда было совсем не готово, а может быть оно только сейчас, да, это... Не, я не имею в виду даже вот эти темы, да, вот как бы вот такие... То есть разнообразия не хватает. Вот именно разнообразие, вот именно эмоциональной окраски, вот. Может, и на сцене тоже не хватает этого же разнообразия. У нас только у Лигеры эпосы и литература советского периода, нет? Ну, не знаю, в театре так достаточно раскрывают все-таки разные темы. А все-таки потому что, может быть, понимаете еще что, мы вот сейчас, конечно, вот мы этого как не имеем. У нас, получается, бурятская эстрада, она развивалась по закону, по требованию бурятских свадеб. А там, естественно, нужна тема сначала про родителей, про родину, а потом что-нибудь танцевальное, все. Про район и все. И как бы мы были, вот кто пытался, например, вот песни, которые люди, вот народ знает, да, которые а сколько у меня песен, которые они не свадебные, и поэтому их вообще никто не знает, потому что мне просто их негде исполнять. Вот и люди знают, потому что я постоянно, мне говорят, басханедунгспэ, это когда после тоста родителей, а когда танцевальный там период начнется, тогда адушанедунг, все. Хотя у меня сколько песен, да, которые абсолютно не свадебные, поэтому их никто не знает, видите, и они, получается, не востребованы вот эти. В самом начале, да, пригласили. А потом виноват я, что написал вообще не ту песню. Вопрос такой о востребованности творчества на бурятском, насколько готовы
платить, насколько готовы приглашать, насколько готовы смотреть, читать, слушать на бурятском вот аудитория, общество, спонсоры, власти, я не знаю, вот как вы чувствуете? Вот в том-то и дело, что как бы мы ни пытались, ну понятно, что у всех есть дети, нужно растить детей и так далее. Я вот в начале, например, своего творчества, я даже думать не думала, что как бы я могу на этом зарабатывать, на том, что я сочиняю песни. Тогда у меня Арьявала были песни, потом Эрхеншиненбехадым, я пыталась что-то сделать такое, знаете, интересное очень. Но эти песни, естественно, они не коммерческие, скажем так, да. И получается, что на сегодняшний день получается, что востребованы вот как раз вот такие свадебные песни, которые будут использоваться на свадьбах. А сколько стоит песня сегодня написать? На сегодня 0 рублей 0 Записать? копеек, потому что... Записать? Вот я хочу, допустим, песню. Я хочу песню, я хочу там заказать текст, я хочу заказать музыку там, и ее записать в студии. Это Сколько дорого. стоит? Дорого. Сколько? Очень, очень От дорого. скольки? Ну, допустим, так скажем, от 35-40 и до бесконечности. Мы можем там, ну как до бесконечности, адекватно будет более-менее там, ну, в пределах там 100-150 тысяч. Ну, 100 тысяч это, вот, мне кажется, потолок для просто музыки, там музыка, запись, вокал, сведение, текст, аранжировка. Это процесс на самом деле большой, это вот вам кажется, наверное, кого они там сели, трин-трин-трин, наиграли, и вот получилась песня. Не, ничего подобного, ребята. 15 лет просто так тоже не проходит опыта, это глубокий процесс, и вот вы чем занимаетесь, сами вспомните, и что ваша работа не заключается вот на самой видной части айсберга, а под ней есть еще целая огромная глыба, и вот в музыке, и во всем, и в каждой детали, в отдельной профессии от музыки существует вот эта вот глыба самая, которая под водой находится. То же самое сведение, то же самое аранжировка и так далее. Это реально очень большой трудоемкий процесс, который занимает не 5, не 10 минут, и даже не день, и не 2, и не 3. В общем, ну если ты хочешь сделать качественно, а если ты хочешь на синтезаторе сыграть, добро пожаловать, 500 рублей. Все. Гандик, что спросить? Все, он сказал. То есть в среднем 100 тысяч. Насколько От и до там, в зависимости от жадности. Ну, и бывает ли такое, что вот, ну, на бурятском же, ну, там, а что так дорого, там, я не знаю, давайте там подешевле, или там взаимозачетом, я не знаю, вот какие-то такие вещи. Представим такую ситуацию. Ты идешь в магазин, покупаешь звуковую карту. Ты будешь торговаться. А что так дорого она стоит? Вот она, цена стоит там, Ямаха, да? Вот она стоит, грубо говоря, там, ну, минимально там 8 рублей. А что, давайте за 5. Кто согласится Ямаху за 5 рублей отдать? Кто согласится колонки продать тебе там за 2 рубля? Никто. И то есть, а я когда прихожу в магазин и покупаю все это дело, мне никто скидок не делает, я как делаю, так и делаю. Потом, из чего выходит цена, вопрос-то? Откуда ценообразование именно по аранжировкам, по всем и так далее моментам? В первую очередь, я считаю, что это рынок общий, какой создается. И уже во-вторых, ну точнее, в главную очередь, это рынок-твое качество. Вот и все. Если ты постоянно выпускаешь хит, что с тобой, ну нельзя поспорить, ты придешь и к человеку, и вот ты точно сделаешь ту песню, которая будет звучать везде. Да, я сейчас не говорю про Бурятию, я в общем говорю. У меня, допустим, в внутренней Монголии, ну, практически 90% моих песен все там уже известны, все слушают. Ну, типа, это круто. Соответственно, я могу уже ценник повышать. А у некоторых людей, ты к нему приходишь, сотый раз оставляешь там деньги, и ничего не получается. Вроде бы хорошо звучит на самом-то деле, но ничего не получается. Не становится это известным. Ну, человек не может повышать свою цену. Точнее, цену за свою работу. Окей. Юлия, Гандик, готовы заказчики платить, ну, вот ту цену, которую вы называете, допустим, вот спокойно? Уважают ли ваши расценки, я не знаю, ну вот как вообще, что говорят, как относятся вот к этому? Да, в целом, да. У человека все песни хиты, как нет. В целом, да, все соглашаются, особенно те, кто уже исполнял мои песни, например, да, кто меня давно знает, например, готовы платить. А сколько стоит текст, допустим? Ну, текст в зависимости от сложности, от назначения, там, да, вот там разное, да. Сколько? Тогда я не буду озвучивать. От скольки?
Меню. Не говори. Да, давайте оставим вот одна песня это сотка, Так. и туда входит и текст тоже, да. Окей, хорошо. А я хочу еще сказать, ну действительно, наверное, у многих нет понимания того, насколько все-таки аранжировки, это тексты, мелодика, создание вот всего вот этого, сведение, миксинг, мастеринг и так далее, запись бэк-вокала, насколько это все затратно, потому что постоянно, каждый ежедневно по несколько сообщений ко мне в директ приходит: отправь мне минусовку, даже не здравствуйте, не пожалуйста, можно ли? Вопроса нет, так не стоит. Отправьте-ка мне минусовку. Отправьте-ка мне минусовку. И вот я когда такое получаю, вот, извините, когда, вот я, ну ладно, переведу на более понятный для всех язык. Вот ты купила шкурки соболя, да? Каждую шкурку по какой-то цене. Все это сопоставила, отдала портному, там, чтобы шила. Вот ты одела красивую шубу, ой, всем нравится. И кто-то подходит: а дай-ка я поношу. Вот, ну, вот это как бы то же самое, мы создаем каждую песню. Это еще более даже, может, трудоемкий процесс, чем сшить красивую шубу, да? Плюс-минус. Да, Почему нет? Я считаю, что это аналогичный тоже. Олег у нас Трудоемкий, если- заскучал. Олег, И- включите, пожалуйста, я как будто это как беседу. в поп-культуру попал. Да, Вы ну, сделали- что поделать мы? Сейчас закончу. И вот Немножко лишним себя и знаете, и вот и я вот как вот вы спрашивали у Юлии, насколько готовы платить. Да, те, кто уже это знает, что это затратно, да, что действительно, чтобы получить хорошую песню, вправо исполнять, нужно затратиться. Действительно, не только духовная твоя трата, эмоциональный там твой порыв, но плюс еще и деньгами ты должен как бы отблагодарить действительно тот душевный порыв, который совершает с тобой твой соавтор, да, вот, и вот я на белом месяце я поняла, что молодежь этого как бы не понимает и не знает. Я приглашала Юлю, помнишь, на круглый стол по белому месяцу, и я вот говорила: ребята, молодежи, чтобы вот, ну, на каверах, вот, да, ты покажешь свой голос, ты покажешь, что ты что-то умеешь, но все-таки, чтобы оставить свой след, чтобы заявить о себе, вы должны появиться со своей песней, с той песней, которая, даже на конкурсе «Белый месяц», чтобы тебя заметили, чтобы ты поняли, что ты индивидуальность. Нужно записать свою песню. Я пригласила Юлю, я пригласила аранжировщиков, композиторов, и представляете... Ты потому что в Китае был, я тебя хотела пригласить. И в итоге получилось так, что никто даже не соизволил, потому что им показалось: ой, а что так дорого, как бы, все хотят халявы. Так. Мне показалось так. Олег, вы делали проект, вот один из последних проектов, да, «Хроники исчезающих деревень», а вот подобные проекты, за них вот готовы платить? Я Кто? сейчас вообще не понимаю, мы там как бы гонорары наши обсуждаем или что обсуждаем? Нет, Какова тема разговора мы вообще? обсуждаем вот на бурятские проекты, Востребованность бурятского языка да, плюс финансовая составляющая. насколько готовы за это платить, в том числе спонсоры, в том числе, я не знаю... Я не знаю, я спонсорами в этом случае не работал, это же проект РЦНТ. Они выиграли федеральный грант. Грант, Вот и всё, окей. как бы. Окей. Об этом идет речь и так далее. Я просто имею в виду тут вопрос даже, наверное, к модераторам, да? Потому что здесь представители в большей степени поп-культуры, да? Или как это правильно назвать? А мы же говорим... Музыки, да? Мы же говорим о творчестве, да? Как через творчество можно развивать бурятский язык. Такова же тематика. Да. Музыка — это самый приятный и Я быстрый момент. я сейчас, как бы сказать, не против вас, да, и так далее, но просто хотелось бы вести разговор со стороны писателей, которые на амбразуре находятся. Ну, это А только я их не первый вижу, как бы, да. паблик-ток. Мы можем... Потом, значит, там, допустим, там те же самые артисты, которые там с утра до ночи трудятся, там учат километровые тексты на бурятском языке и так далее. Вот. Художники тоже же могут выражаться же, да? Там, на тему бурятской культуры и языка. Вот, и тут я, как бы сказать, не совсем себя комфортно, и после перелета я так вот сижу, засыпаю. А что касаемо вот этого, да, и так далее, вот Медигмата, вот предыдущего твоего спича, да, мне нравится то, что вот если там, и вам хочу пожелать в дальнейшем, да, действительно хотелось бы, чтобы именно даже не в музыке, а в тексте слышать какие-то кайфовые месседжи и разные тематики. Например, почему мы любим Цоя, да, Виктора Цоя, почему он до сих пор актуален? Но там же классные тексты же, какие-то философские, разные темы, мужские темы и так далее. Из Би-2 мне последняя из песен понравилась «Компромисс».
ну, такая, очень такая житейская, там, ну, какая-то мужская тема, что ли, и так далее. Ну, про Цой это уже понятное дело. Ну вот, может быть, так еще как-то разнообразить, попытаться какие-то такие. У Бейонсе та же тоже, ну, хотя это, ну, как бы, у нее же тоже такие очень странные тексты такие же. Ну, если да. И вот в этом плане, вот как бы, вот больше, наверное, вопрос как к авторам песен, да, независимо от заказов, да, и так далее, там, чтобы без г и г, ну, это уже совсем уже, да. Ну, чтобы были такие вот какие-то вот именно, ну, чтобы был момент поразмыслить, да, от песни, да, а не просто потанцевать там, поплакать как-то, да. Вот. Не, а вот я как бы оправдаюсь немножко, почему все-таки в тему финансов ушли, потому что один из главных показателей востребованности это все-таки ну, готовность финансировать, да, готовность платить за это. Ну, поэтому мы туда и ушли. Ладно, сори, больше. Да, а если не нужно, то и как бы это и не будет заплачено, да. То есть на сегодняшний день нашей публике, то есть народу Бурятии, нужны песни о маме и о родине, и танцевальные. Мы тогда, получается, зависимо развитие бурятского языка, тогда получается именно в вашей области, получается, только зависит от денег и от спроса. А что лицемерить-то? На сегодняшний день бурятский язык это по сути политика. Тот, кто занимается бурятским языком, тот занимается политикой и притягивает за уши какие-то внутренние чувства, ощущения, что я тут какую-то миссию глобально несу. Ну, честно, давайте не будем смеяться. Это реально в большинстве случаев, в большинстве организаций и так далее, это политика и не больше, и не меньше. Просто вот и все своими словами, так оно. А с другой стороны, хорошо, что у нас есть делается. государственная политика, сейчас сохранение бурятского языка. Благодаря этой политике мы вообще, ну, сколько было создано музыкальных произведений, даже сколько песен, видеоклипов сейчас. Вот благодаря все-таки государственной политике сохранения бурятского языка. Ради бога. Если это помогает сохранять язык, ради Да, бога, я хоть считаю, какие что угодно да. программы. Мы создаем сейчас вот на... Да и вот даже если сейчас представить, да, что, допустим, Спасибо Путину. Алагую перестали платить, допустим, да, ну вот за его работу, за его Страшный сон. аранжировки. Нет, просто я не думаю, что Алагую ты возьмешь и просто перестанешь писать. На бурятском или вообще? Вообще. Ну нет, конечно. Это Это же же, про- это да, же так же, как это дышать, это же так же, как, да. я не знаю, кушать, То ходить есть, в туалет и а так здесь далее. все-таки Естественная собрались потребность. люди, да, вот мы, которые в первую очередь не из-за денег же вот этим занимаются. Ну да. Нет, изначально, да, когда тебе 19 лет, когда тебе 20 лет, ты, конечно, на душевном порыве, на альтруизме, на чем-то таком идешь, что ты хочешь доказать людям, что ты хочешь показать. Но, извините, время прошло уже с того момента, как я начал, там, да, с 2004-2005 года, да, прошло уже там 15-16 лет, и вот это все превратилось просто в политические очки. Я делаю на бурятском, значит, я крутой. Мы делаем ДНЗ, значит, мы крутые. Мы делаем Бурят ФМ, значит, мы крутые. И это же все равно, по сути, не политика в том смысле, что там политика, государство выделяет нам деньги и гранты под это все, а политика в том, чтобы выигрывать очки, вот и все. Вот этот хороший, а вот этот плохой. Вот этот за Байкал, а вот этот против. Вот и все. Мы сейчас про политику, да? Нет, про то, что бурятский язык это есть на сегодняшний день, это просто инструмент для того, чтобы Ну это для них, а не для нас, я думаю. для всех, Для всех, не поверишь. ради бога. Просто, можно я тут скажу, все-таки возвращаясь к теме, да, я вот скажу мысль свою и все, наверное, да, там пойду. Я имею в виду, что вот для меня один из показателей было, да, когда там в Латвии, да, вот этот, ну, группа Шано, наверное, знаете, да, Архинчеева, Саня. И когда там как бы зулаяши, какие-то иностранцы меня спрашивают, что такое зулаяши и о чем там песня, да, это один момент, да. Потом, значит, когда вот мои, ну, не скажу там друзья, но знакомые кавказцы спрашивают, вот этот, как его там, типа Хатхурзу, о чем там он там поет и так далее, да? Ну, это же момент какого-то популяризации не этих людей, а популяризации бурятского языка. Это же проникает, Факт, да? факт. Да. Например, там вот наша там всеми любимая Намгар будет завтра выступать в Новосибирске, да? А я в филармонии, какой-то белый фестиваль, да? Вот, и когда мне там звонят, я просто долгое время работал в Новосибирске, когда мне звонят тамошние люди и спрашивают, о, она же из ваших, давай там туда-сюда, как бы там нам пойти попасть, ну это же тоже здорово, да? Вот. И тут, как бы сказать, основной спич, мой месседж сегодняшнего толка, паблик-толка, я бы хотел бы сказать, если каждый в своем деле, действительно, потому что я не вижу другого развития, кроме через как искусство и творчество, развития и популяризацию бурятского языка. Да, 100%. Да, если, допустим, к примеру, да, наши мэтры,
был какой-то такой вот конкурс, я не знаю, кто это делал, несколько лет тому назад был объявлен конкурс среди скульпторов сделать памятник бурятскому языку. Ну, вы вдумайтесь слова, да? Бурятский язык еще же есть, а ему хотят поставить памятник. Ну, это же как бы, это же память о чем-то. Надо было, ну, там просто вопрос формулировки. Если, допустим, наш крутой там мэтр Дашин Амдаков сделает скульптуру, посвященную бурятскому языку, ну, это же мощно же. Вот недавно, давеча, я был там в Казани, да, Казан это переводится как Того, ну, Казан. Ну, и там ЗАГС, и там, ну, я не знаю, это вот гигантское Того, короче говоря. Вот. Вот если какие-то такие, каждый в своем теме, да, и так далее, например, мне очень радостно, что студия там Недл, да, анимация, которая занимается там на бурятском языке, там в Америке какие-то фестивали берет, это тоже круто. Вот, как бы сказать, да. То, что ты там бурятский язык как-то там развиваешь, двигаешь в Китае, а там ситуация тоже там среди наших братьев, да, не очень хорошая, да, я так понимаю. Вот. Ну это же как бы, ну как бы, я сейчас не хочу про эту тему, грустную политику, какие программы, круглые столы там идут, я не знаю, что там происходит, но мне кажется, а как там, с мечами выходить, митинги, ну это как бы не дело, да? А вот если сделать через творчество действительно модным, культовым каким-то, да, язык, мне кажется, это вот как бы, ну, например, зыху, да, ну какой-то прогресс, да, монгольский, да, и так далее, когда они там вообще там на годы вперед расписаны и так далее, и это же, ну, как бы, это тоже наша часть. Мы тоже к монголоязычным народам относимся и говорим тоже отчасти на монгольском языке. Почему отчасти? Мы и говорим на Мы монгольском. говорим на диалекте монгольском. Да. Вот. И вот в этом плане, как бы сказать, я хочу там не только среди присутствующих, да, людей творческих, но и тех, которые нас слышат и развиваются в этой теме. Мне кажется, все в наших руках, и сделать максимально плотно как-то вот. А то, что нужно, не нужно, как бы, я понимаю момент глобализации и так далее, да, то, что, как бы сказать, границы сейчас размыты, можно хоть так, да, ведущие языки английский да китайский, ну, как бы, но все равно как-то хочется, как бы, сохранить свой, ну, лицо что ли. Ну, самоидентификацию. Вот мне как-то спрашивали, нафига ты такие прически носишь и так далее. Ну, как это, ну, хотя бы головой, как бы, отражать-то. Да лицом же видно, лицом. Ну, лицо, она такое пластичное. То ты там среди казахов казах, среди этих тот-то, среди тот-то, тот-то. Да? Окей, а контент, талантливый контент решает. Да. И вот Решает. я бы там собирался бы вот так частенько, да, не только паблик толк, а уже делать конкретные мероприятия, да, и так далее. То есть, как бы там, ну вот, допустим, я со своей колокольни могу что-то там добавить. Вы там поможете там в каких-то проектах там по поводу музыкальной части, да, и так далее. Потому что здесь какие-то, ну вот, модное слово, коллаборации какие-то надо делать, я думаю. Окей, что уже... а аудитория наша готова к новым? Мне кажется, немного, вот, допустим, даже я сужу по своему ДНЗ, когда я запустила, да, проект, он был с субтитрами, он был такой яркий, в HD мы снимали, влоги, там не было, вот, да? не было сюжетов, Потребности, вообще да? нет стандартных сюжетов, как на других телеканалах, допустим. Я как только начала снимать, и у меня было ощущение, что такое недоверие, что это такое, ну не, я не буду лайкать, я не буду репостить, это очень тяжело, я всем доказывала, что бурятский контент может быть, ну, современным, Ну, это очень сложно. Не, классная передача ДНЗ, вчера Спасибо. смотрел. Спасибо. Вчера Не, ну, смотрел, кайфовал. Да, ну это же как бы как клево же. Например, Анна Зуева, да, там хорошая знакомая, она там сейчас это, когда в YouTube на своем канале изучает бурятский язык, ну это же клево же как-то. Ну, это же- а люди и- готовы, или люди хотят, вот, Ну, посылать в на смысле, YouTube, как вот готовы, такие это вот как клипы. бы, как объяснить, вот это, наверное, тоже вот головой там даже больше как бы пожелания, наверное, да. Мне бы хотелось бы, чтобы мы не под веянием времени шли, да, а все-таки вот есть такое в театре, такое правило, да, ну, допустим, если 100 человек посмотрит спектакль и хоть одного там торкнуло, ну, это уже такая, да, награда, да, будем так говорить. И второй момент, то, что, как сказать-то, не идти на поводу у зрителя, есть такое тоже золотое правило. Если мы будем как бы так, как бы, ну, я не хочу как бы грубо говорить, но если мы будем, как бы, вот масса захотела, и я буду под это там... Не, ну я делала так, шлёпать, потому так что я не сказать. хотела, как остальные Ну, делать, вот, я и хотела ради современно. бога там, вот. и надо вот какую-то вот Но эту при этом, мне кажется, эксклюзивность делать. при этом Да. народ немножко так это не готов вот, воспринимать новые, вот те же самые, мне кажется, такие же песни Не, ну, там это же, про... как сказать, это же как гипноз, да, и так далее. Раз, два, три показали, на четвертый уже Как все реклама, будут. да? Ну, как бы, Когда 25 раз увидишь, да, наверное, 25 тоже. кадров. что Окей, называется. Вот. окей. Ну вот, вот чтобы действительно не идти на поводу у народа, да, вот у потребностей, действительно на сегодня вот то, что программа государственная запущена, да, по поддержке
творческих порывов по созданию национального контента на бурятском языке. Я считаю, что эта программа должна продолжаться, должны поддерживаться творческие люди, потому что если не будет поддержки от государства и публика будет диктовать, там, мне нужно про родину, про ту деревню или там про только родителей, все, больше я ничего не готов и готов там 3000 заплатить, да, то понятное дело, что за 100 тысяч, за 200 тысяч клипы мы не сможем снимать. Поэтому я считаю, хотелось бы, чтобы государственная программа не закрывалась, и все-таки мы имели возможность с помощью... Путину. Ну почему? Это же даже не Путин. Мадыгма, вы недавно записали же видео, пост в Бурядар. Вы очень редко это делаете? Нет, про Наранэ Туя. Про Наранэ Туя. Угу. Какие ощущения? Очень даже нормально. Все обрадовались пользователи? Ну да, в принципе, да. Хороший отклик был. А что у вас, я знаю, что вы просто раньше не давали интервью на бурятском, допустим, отказывались. А что вас сподвигло, почему? Мадыгма не стесняется. Да, меня Айлагу очень защитил. Да, я говорю на бурятском с акцентом, и меня действительно коробит, когда начинают поправлять. Да, говорят, ой, да лучше критика там, ой, да, акцент, но для бурятского менталитета. Но в общем и целом, хотя бы по простым человеческим моментам это, конечно, не есть буд. Если ты уж человека недолюбливаешь за такие вещи, хотя бы внутри себя держи, пожалуйста, по-братски. Но все-таки поработай над произношением. Я не знаю, проектами, да, государственной поддержкой. Но даже если государственной поддержки не будет, мы все равно будем делать, творить и так далее. Так что я конкретно за себя говорю, я от вас независим. Все. В соцсетях Бурядар, когда начнем, как восприятие, полностью посты, сторисы писать Бурядар? Блогеры, допустим, когда Инстаграм будет на бурятском языке? Не будет Инстаграм на бурятском. Не будет Инстаграм, значит никогда. ВКонтакте был Бурядар, никто не поддержал. Это было, значит, слишком рано для нашего незрелого бурятского населения. Все. Нет? А что мешает Бурядар снимать? У меня сейчас Google на монгольском. Я в Гугле сижу, там по-монгольски сижу. Нет, и мы про сторис, про посты. Что нам мешает сейчас снимать, писать? А ограничения, я думаю, народа, сколько человек будет понимать твой бурятский язык? Но я еще могу сказать еще одно, меня раздражает, что у нас дни на Бурят ФМ разделены по диалектам. Пожалуйста, запихайте все диалекты в один день, пожалуйста. Пусть всем будет приятно слушать в один день, в любое время. Пусть они по часам меняются, там, да, какая-то у них идет круговерть по часам в один день. Просто невыносимо это, когда в один день так, в другой день то, в третий день то. Это реально грузит и напрягает. Мне кажется, большинство народа нажимает кнопку «переключить» только из-за той функции, из-за того, что просто по дням разделено. Я все прекрасно понимаю, всю спонсорскую составляющую и так далее. Но если вы меня поддержите там где-нибудь под этим видео, под нашим этим эфиром, лайк нажмите, напишите, пожалуйста. Реально бесит. Кстати, вопрос от наших зрителей такой. Что нужно сейчас сделать ребятам, которым сейчас 12-15 лет, чтобы начали творить на бурятском, и через 10 лет у нас были новые Алагуи, новые Мадыгма, новые Гандик, новые Юли, новый Юмов. Что сейчас им делать? Мы не повторим это раз. Пусть будут новые другие Балбары, Жамьяны, Жугдуры, Жамсараны, но Алагуем ты точно не станешь. Суть в том, что надо просто зайти на YouTube, посмотреть уроки бурятского Зуевой, выучить бурятский язык, купить или взять в библиотеке, в юношеской библиотеке, взять словари бурятского языка и так далее, и уже изучать это все в свою голову, это все запихивать как новый материал, потому что на сегодняшний день самое главное качество в человеке — это умение самообразовываться. Если ты смотришь YouTube и что-то понимаешь и делаешь какие-то выводы от этого, что-то у тебя остается в голове на уровне инстинкта, тогда ты красавчик. Если ты посмотрел YouTube и у тебя вылетело из другого уха, то тогда ты не красавчик. Вот и все. Для того, чтобы на бурятском языке делать и становиться кем-то, надо, во-первых, быть кем-то, во-вторых, очень много самообразовываться. Это самое важное качество для любого человека на сегодняшний день. Все.
Гандик, можно? Два микрофона. Пахал бурят, ара. Танцы жанры бурят. Шашка путею же. Мне кажется, наши зрители завидуют. Я поддерживаю. Но им тархи сога юм хэрэгтэй. Хэжи жилдара яга хаян болохоо гэж хорховага яг үнэндээ яг тийм зөв асуулт биш юм гэхэд хоргох хэрэгтэй. Яг тэр ханаа зоваа. Тэгээ тэр хүндээ өөрийн зосон юм оруулах хэрэгтэй. Нэг юм хурж ойлгож өөртөө хадууж суулж зорилготой байх юм. Тиймэрхүү хамгийн гол нь тархисоо юм суглуулахын тулд тиймэрхүү нэг ажил явуулах хэрэгтэй гэж байна. Вот мне в этом плане, мне кажется, повезло, потому что у меня с детства была языковая среда. Вот с детства. И я поэтому не знаю, что это такое. Да, да, можно так сказать. И даже вот в интернате мы учились, у нас была среда какая-никакая, ведь правда, Лагуй, Олег? Да. Ну, мы изучали литературу. Это огромное влияние лично на меня вообще оказало. Мы читали произведения, учили стихотворения. Все то же самое, что делают там по русскому языку и литературе, мы то же самое наряду с этим делали и на бурятском языке, и на бурятской литературе. И вот это, мне кажется, такой тот фундамент, который вот лично мне вот сейчас помогает. Благодаря этому фундаменту мы имеем тебя как автора слов очень многих песен, да? А знаешь, кстати, вот, ну, меня удручает тот факт, что я слышала такое, что вот буквально 20 лет назад, если в интернете, ну, это колыбель, скажем, да, бурятского, ну, не колыбель, а как теплица, тип хранилища бурятского языка, то сейчас там говорят, что там не слышно бурятской речи, в коридорах, например, где среди детишек, только на уроках. Ну почему? Ну, лет 20 назад было, потому что у меня мама там преподавала, я помню. 20 лет назад и учились, Да, не сказать, что мы прямо стопроцентно только на бурятском языке общались, но вот Один именно вот класс. эта образовательная вот 10-й, эта вот да. среда, именно В вот Да. те же Я хотела элементарные сказать, уроки бурятского языка и литературы, не упрощенные, а углубленные. У нас же национальная программа. Но сейчас же, была. получается, бурятский язык убрали, вот, как бы, да, с обязательного. Или нет? Нет, конечно, это же бурятский интернет. Не-не-не, Нет, не в это- интернате, вообще в школах Школах же убрали выбор- же, да? могут выбирать родителей. А ну все, Да, значит, да. ну и все тогда. Нет, и вообще бурятский язык, который в городских Вообще обычных не школах надо. изучают, это не то, да? скажем? Мизге, Это не то. бабге, вообще. былы. Это совсем не о том, да. Нохэ. Вот моя мысль такая. Да, интернат это всем нашим республиканский бурятский лицей-интернат номер 1. Всем привет, Татьяна Григорьевна, всем здрасте, Жамуман Таковна, я вас люблю. В общем, всем привет, это те люди, которые дали и привили нам знания бурятского, дали самосознание, что мы есть буряты. Хотя, конечно, с годами, потом с опытом приходится, конечно, оспаривать какими-то моментами, что не все есть так, мы не отдельная нация, мы составная часть все равно от большого племени монгольского и так далее. Мы, конечно, не стремимся там границы разорвать и так далее, мы понимаем свою уникальность и понимаем и уважаем уникальность каждого другого народа, наших братьев, двоюродных, троюродных, родных. Так что интернату большое спасибо, и я очень сильно надеюсь, что и на сегодняшний день моя воспитательница в интернате сегодня, она учительница по бурятскому языку, я уверен, что она и на сегодняшний день дает прекрасные знания современным детям по бурятскому языку. Так что побольше бы таких школ, если честно, как наша школа. И побольше бы таких учителей, как наши учителя. Вот и все. И ходите в библиотеку детскую, юношескую, заводите читательский билет, читайте книги, особенно бурятских авторов, «Поющие стрелы», Даржи сын Банзары и так далее. Очень много интересных, умных и хороших книг на бурятском языке. Ребята, и еще раз, очередной раз я порекомендую всем прочитать Гатапову «Темуджин». Это то произведение, которое, ну, на мой взгляд, очень важное за последние несколько лет.
Потому что я после прочтения «Жестокого века» понял, что «Жестокий век» является, к сожалению, оглавлением к роману Темуджин. Так что, если вы хотите понять глубокий какой-то смысл, очутиться в том времени, читайте бурятскую литературу, можно даже на русском языке. И не обязательно, что если вы не говорите на бурятском, вы не бурят. Вы все буряты, и даже русские, которые живут в Бурятии, все мы буряты. Мир, дружба, любовь. Олег, что скажете? Что нужно делать сейчас, чтобы через 10 лет ребенку выстрелить на бурятском, допустим? Ну, это же мы же через разрез творчества же. Да, да, да. Если, допустим, у молодого человека интерес к музыке, ну, попытаться сочинить что-нибудь на бурятском языке. Хотя бы Да, хотя бы так. Хотя бы так. Если, допустим, он не может сейчас как бы сочинять на бурятском языке, но есть прекрасные там поэты, начиная с Мэтра Дамдакулзытуева, можно брать фрагменты из эпосов и, ради бога, на них музыку накладывать. Сейчас все можно же, там эти биты, да? В интернете скачал, да, его пожал. Да, там сочинил и так далее. Если там какие-то потуги есть к художественным делам, ну, на бурятские мотивы, изучать старомонгольские, ради бога. Ролики, если режиссурой как-то заниматься, да, там какие-то видеоролики, ну, контенты снимать на бурятском языке и так далее. То есть, как сказать, ну, это же дело вот как бы, вот этот, есть такое выражение, научить нельзя, научиться можно, да? Тут уже, как бы сказать, мне очень понравилась цитата одного ламы, да, и так далее. Как-то насильственно это, как бы, насильно мил не будешь, да? Насильно пробивать, это, мне кажется, у кого-то разные возрасты происходят момент катаклизма внутреннего. Потребность изучать, понять, кто я, что я, откуда я. Вот. А так вот, прямо так вот, как бы, надо, важно, туды-сюды, ну, как бы, я сам отец, как бы, там, заставлять ребенка, чтобы там прямо учил, ну, это, наоборот, какое-то отторжение, наверное, вызовет. Поэтому как бы я там некоторое время назад начал заниматься комиксами на бурятском языке. То есть и сочинять, и там еще что-то делать, как бы сказать. Все-таки комиксы это такая же больше важная картинка, но хотя бы там рядом пузыри есть, да, то есть пузыри, где тексты написаны. Вот. И как сказать-то, ну, я опять же к этому... В этих пузырях Ну да. Так и есть. Там про Тарбагана, который мечтает стать великим борцом, короче, такой комикс. Надо его закончить, кстати, да, вот. Ну и как-то вот очень хочется, чтобы было много, и анимация как-то развивалась наша на бурятском языке, и кино развивалось на бурятском языке, да, сейчас же возможностей много же, вот как бы. И клипы, чтобы были на такую как-то тематику, не махровые такие, да, я тоже не люблю этнос ради этноса, да, богато, меха, торган, шелк, туды-сюды, хадаки, мама и так далее. Ну, то есть как-то, чтобы действительно стало востребованным и модным, чтобы вот как бы через искусство, а только через искусство и творчество можно вызвать интерес, через игру, через азарт, что ли. Вот. А с чего начинать, это же как бы индивидуально, как бы. Если действительно есть потребность в музыке, ради бога, вон там эпосы. Я как-то пытался как-то начинать эту тему, да, с Хатхурзу и с Алиханом, ну, наверное, и продолжу. Там такие классные фрагменты в ГСРе, не только в ГСРе, там, в Аламжи, Мыргэне и так далее. Бери. Например, какое красивое описание жен ГСРа. Ну, прям «Делай песню, не хочу» называется. Там вот эти, как бы, когда вот этот былиген конь спустился ГСР, да, и так далее, описание коня и так далее, взять вот это там, ну, хип-хоп, хоть рэп, хоть что угодно зачитывать. Там уже все строки, там все вот ямб, харей, там все уже есть, как бы. Надо просто проявить любознательность, самообразованность, тягу к самообразованию, прийти и почитать и вот найти. Вот. Научиться нельзя, ладно, фиг. Ладно, вот в этом такие мысли, да. Вы читаете на бурятском? Когда последний раз читали? Что читали? То, что я вчера писал уже. Я вообще, честно, не помню, потому что материала на бурятском крайне мало. Сегодня ни нормальных газет, ну, то есть, кроме Бурятунен, наверное, больше же ничего нету на бурятском языке. И все, Нет, я имею в виду художественную литературу, произведения. Честно признаюсь, не буду лукавить и врать, я вообще не врубаю, когда читаю художественную литературу на бурятском языке. Я понимаю через слово, а это уже не камильфо. То есть, когда ты читаешь книгу и понимаешь только через одно слово, там, и остается только догадываться, о чем же могла быть там речь, ну, конечно, это не есть хорошо, но я учусь все равно. Юля?
Ну, тоже, да, я художественную литературу на бурятском очень давно читала, со школы я читала. Все, что у нас, весь багаж, это школьный багаж. Спасибо интернату. Да. Но Год. есть у меня пара журналов, вот, допустим, на монгольском языке, да, и я иногда читаю в интернете на монгольском. Тиму. Атя. И, кажется, тоже какое-то подспорье, что ли, для того, чтобы совсем не забыть. Отсюда делаем вывод, что нужно такие простенькие хотя бы мультфильмы создавать, да, на бурятском языке. Ну это же Эрдени Батачирич, Жалсан уже эти минутные. Да-да-да. Нинар Чакдар Уилире, ну это прикольно же. Да-да-да. Зашло, Чтобы они... Даже монголам зашло, вот это клево же. Ну и вот Хылыш-Малыш, ребята проект кайфовый сделали, что договорились, да, насчет того, чтобы перевести «Синий трактор» и так далее. Я всеми руками и всеми ногами поддерживаю такие, скажем, движения. И очень радостно и лестно, что ребята, которые создают эти мультфильмы, что они тоже отзываются, что они не говорят, не посылают нас в известные места и говорят, что давайте мы с вами запишемся и сделаем, и выпустим все это на Ютубе. Так что очень классно, что существуют такие ребята. Всем спасибо большое, потому что вы действительно делаете много, чтобы детей окружать с детства именно бурятской речью и так далее. Это важно. А не то, как мы сейчас разговариваем по-русски. Я хочу Гантика послушать. Еще, вот можно, вот мы тоже, ты вот говоришь, спасибо Путину, но знаешь, вот я вот я по себе хочу сказать, почему я так за эту государственную программу вообще благодарна, поклон прямо вообще большой, потому что это вообще вот благодаря этой программе у меня Спасибо Путину. Да, потому что вот за сколько клипов и песен у меня было, это вот я наконец получила за 30 лет своего творчества первые вот деньги, да, чтобы я могла выпустить клип. До этого я постоянно сама зарабатывала, коммерция, там не коммерция, что-то продавала, покупала для того, чтобы заработать деньги, чтобы их вложить в свои песни. Борхом Бакша Путин. Вот, а сейчас, ну и знаете, и даже вот по моему опыту, да, потому что эстрада, она никогда не, вот только сейчас благодаря вот этой программе эстрада вообще поддерживается. До этого, вот я скажу вам, эстрада никогда государством, ни республиканским, ни федеральным центром не А поддерживалась. как же белый месяц, когда вот гонорары большие, белый месяц? Не, подожди, белый месяц он никогда не поддерживался, он 0 рублей, 0 копеек было в смете, не было. Это спонсоры всё всегда? спонсоры. И еще взносы. Да, и знаешь, и хотя бы раньше, да, когда вот была вот первая волна в 90-е, да, поддерживала, вот спонсоры шли на то, чтобы поддержать, но, допустим, прошлое десятилетие, скажу, вот, да, вот, которые нулевые годы и там десятые, да, спонсоры вообще перестали. Там патриотов, спонсоров вообще не стало, поэтому и Байминов красавчик. ну вообще как бы, которые бы могли тоже финансировать, и поэтому, соответственно, а как, с чего мы должны делать? Просто, нет возможности. И когда появилась государственная программа, мы уже можем что-то делать, то, что вот уже накипело, наболело, хоть как-то стало обретать какую-то форму благодаря. Не обобщай. Спасибо. Ну потому что ты же мне бесплатно не сделаешь. Вот о чем и речь. Потому что ты будешь это все петь и зарабатывать деньги. Я почему должен страдать? Давайте к теме. Да. Что ты читал? Читай, да. Не, я это к тому, что государство должно поддерживать эти мультики, не мультики, все такое, все. В школе на бурятском читал, если так книжка читать в школе. А так сейчас я на самом деле, на монгольском, конечно, это приходится, читать я-то читаю только на старом монгольском, но шину-монголар тоже могу читать, алфавиты знаю, вот. Именно шину-монголар я вот не книги, Тяжело понимать. Ни улигеры, ни стихи, ничего пока еще не читал. А хуже монголар художественное произведение, литература? Да, я просто там я учился, вырос в Трехлендере, на Хоргольдар Ансага, Хоша Монголдер, а так прямо Сесть и почитать, да, насладиться. Книжку читать такого нет. Когда надо, например, Юру, там, да, надо будет. Есть книжки, конечно, там можно смотреть, там что-то, как правильно все сказать. А так прямо в основном Инстаграм. Но читать надо. Больше на русском читать, чтобы хорошо говорить. А так,
бурятский язык я знаю, поэтому сильно даже... Ну, конечно, надо знать вот эти захиалда, хошная, ну, захиалда, тралдер, нуды. Ну, я, наверное, буду это все тоже читать. Ну, я тоже признаюсь, что я тоже не читаю, ну, из-за того, что времени нет. Мне хочется прям взять Батажевая, там, почитать, взять там Хацанам Сараева. Вначале, помню, когда я только начинала писать на бурятском, я открываю книгу, вижу фигу, потому что очень сложный язык. Сейчас более-менее, но сейчас просто времени нет. Ну, твоим музеем я, да, пробовал там читать, начинал там какой-то страницу, даже не помню. 4-я, я помню. И уснул, да? 10-й где-то был, по-моему. Ну, вот так. В общем, нам надо всем, мне кажется, да, нам надо всем возвращаться. У нас такое богатство, литература, песни, эпосы, все вот это есть. И так как мы для определенного количества людей все равно лидеры мнений, все равно на нас смотрят, нас ну, надеюсь, стараются брать пример, ну, надо об этом говорить, про это вспоминать, это использовать. Да. И удадыхе улзулгамне бурят хылымдер байхаза. Окей, не вопрос. Сотулвей. Спасибо большое всем нашим участникам. Ой. Меня слышно? Нет, все нормально. Спасибо большое нашим участникам. Это был первый паблик-ток о творчестве на бурятском языке. Он сохранится у нас на ютубе Республиканской юношеской библиотеки. Потом, я надеюсь, да, и расшарится по соцсетям, где могут все желающие посмотреть. В следующий раз, я думаю, мы можем встретиться и в Бурядар Хорулдахайо, и больше кругом, и вообще. И все, к чему веду, у нас появляется новый телеканал «Бурят», где круглосуточное вещание, Бурядар, более там, ну, почти 100%, новый телеканал, создает правительство. Создает правительство абсолютно новый телеканал, поэтому добро Я пожаловать. вообще хочу услышать прогноз погоды на бурятском языке. Вообще будет круто. Окей. По-украински, по-моему, есть же, нет? В Ютубе есть. Ладно песни, ладно там театральные постановки, но вот это вот даже из обыденной жизни все должно быть реклама, ну реклама уже даже бывает, прогноз погоды на бурятском, реклама на бурятском, вот если это будет вообще супер. Поэтому вот добро пожаловать, я как главный редактор будущий телеканала, пожалуйста. Флешмоб сделать такой. Директор? Мы как-то там делали. Виталий Роднаев. В следующем году, надеюсь, там Бурятский центр современного искусства появится, и там будет такая волшебная выставка, посвященная бурятскому языку. Хыл называется, да? Говори. Вот. И если вы там, мне поэтессы больше интересуют, контактами обменялись, да? Вот. Я имел в виду скоро с Агаловым, да, и так далее. Вообще, если вот такую акцию прямо провести, если вот, допустим, хотя бы вот дни Сагалова, принципиально всем говорить на бурятском, и принципиально всем ходить в ДГ. Прям такой вот, ну, сверху, как ты говоришь, да? Если кто-то там скажет, ну, мне кажется, это же, ну, вот есть вот День бурятского языка недавно был, да? Меня-то мало, мне кажется. Давайте. Я вообще предлагаю просто Согласен. зимой ходить в ДГЛ. Вообще, Вот. если есть ДГЛ, одевайте, не стесняйтесь. И я думаю, что никто не будет к вам с презрением Бесплатно относиться раздавать и так ДГЛ. далее. Это же круто, это хорошо, красиво. Не, ну, может же современный ДГЛ. Не обязательно же Любой, прям такой. любой. Сейчас же есть такое. Так что вот вашему каналу Современный. один из первых проектов, как бы предлагаю вот такую некую акцию сделать, чтобы хотя бы в дни Сагалгана. Шатхаша, Уишха, Хамау, Бариадара, Заваладла, Хурцотла, Яретла. А вот я уже 3 эпитета. Вот. Всем рекомендую прочитать письма Доржи Банзарова. Они, правда, на русском языке, но содержание и месседж там очень глубокий. Окей. Наш паблик-ток завершается, и просьба ко всем буквально анонсировать последнее, что готовится, какая песня, какой проект, какая театральная постановка, да, ваших проектов, потому что через именно ваши проекты мы сохраняем бурятский язык. Ну, что-то всем пихаю микрофон, никто не хочет взять. Ну, вот я вот как и затронула тему, что мне не нравится маленько, что у нас ограниченность тем и эмоциональных
эмоциональных окрасок бурятской поп-музыки, поэтому я вот хочу вот как раз я нахожусь в окружении тех, с кем мы создаем новые произведения, новые песни. Хотелось бы какую-то вот такую песню, не просто «Я тебя люблю» действительно, и не просто «Я люблю тебя, Родина», не просто «Мои родители Авэджи Хойр», а все-таки какие-то вот такие личностные переживания у каждого человека, чтобы мы могли услышать, ну вот, допустим, вот лично меня, вот как мне нравится Адель, да, как она, вот переживания женщины, да, 30-летней, немножко полноватой, да, вот она же передает все свои переживания, и они отвлекаются в сердцах таких же девушек, да, и не только. Вот что-то такое я бы хотела бы сочинить на бурятском языке, я думаю, меня поддержат женщины 40-летние. Конкретное, что готовится, есть уже конкретная песня? Мои года. Конкретный... Да, ну типа такого, «Мои года». Да, конкретно я вот хочу такую песню. Окей. Я уже вижу клип даже. Я не буду пока раскрывать, как с краски. И я надеюсь на государственную программу, потому что все знают, что мы сейчас не артисты, вообще никак не зарабатываем. Ни свадеб, ни ничего. Вот, приходится как-то что-то даже, ну даже хотя бы, чтобы купить еду ребенку и так далее. Вот, и поэтому я надеюсь все-таки на государственную программу, которая может поддержать. И... Путин красавчик. Что готовится, Алагой, у вас? У меня каждый день просто готовится все. Я не знаю, я не могу одним словом сказать, я вот завтра выпускаю такую песню. У меня куча всего готовится, и мне маленько, чуть-чуть вообще вот настолько обидно, что не указывают вообще люди просто вообще никак. Ну, то есть у вас ДНЗ выходит, интервью выходит, там группа For You, там этот сказал молодец, этот сказал молодец, этот, а про меня вообще забыли. Я тут всю работу там сидел 3 дня делал, все это собирал в одно целое, делал звучание, а они там всех назвали, кого можно было назвать, мне ничего не... Ну ладно. Смотрите вы, я вас запоминаю. Когда вас запоминаю, я в дальнейшем в таких моментах я либо цены поднимаю, либо вообще не работаю. А в общем и целом по проектам очень много всего. Даже вот, как Мадема говорил, по поддержке бурятского языка в этом году был выделен бюджет на создание 6 песен, клипов полностью. Вот, и один из этих треков делаю я. Это песня Дуумы Сунраповой. Будет петь Дума и Чингис Роднаев в Соембо. Так что мы сейчас уже практически сделали его, на днях будем записывать. Сейчас я после интервью поеду еще с Думой, буду дальше работать. Так, проектов очень много. Также у нас на связи и Амрсейн из Агинска ансамбль. Они тоже сейчас песни заказывают, делают это, если по Бурятии смотреть. Ну и помимо всего, очень много монгольского материала выходит из Китая. И очень много песен так стоит на псевдопаузе, потому что там люди текста пишут, слова учат, и вот как только они закончатся этими делами, будут песни дорабатываться, доходить до конца. Так что работы очень-очень много на самом деле, и не обязательно только бурятские, так что... Ну, в мы общем, про бурятское. в Инстаграме Но бурятское посмотрите. тоже есть. Окей, все. Бурятское тоже имеет место быть. Юлия, что? Ну, поскольку вот творчество на бурятском-то не основная, да, мой вид деятельности, у меня не такая бурная жизнь, как у Алагоя, я не могу этим похвастаться в этом плане, но также моя песня участвовала в этом же конкурсе, вот, и певица Ирина Шабдурова, да, вот тоже готовится сейчас к премьере клипа, новой песни. Песня называется «Айне Шубу», тоже будет очень приятно, если вы... Будем ждать. Да, обратите внимание. Гантик. Ажил, ну, я вот уже, Алан, в основном... У нас наполовину иркутский стал. С иркутянами работают? С Иркутска, там, степные напевы, там, ансамбль Т работы, там тоже, аранжировка, иконка. В основном еще половина заказ Шинхын, Нетаганна, из внутренней Монголии тоже есть. Тегдурта тоже есть. Цели, конечно, сейчас уже шины Оромбутылты, Валхарвалап, шины юм хихигрче алгыты тоже гурлыты, жалын шины доноды бурят мылдар гаракка темник тусумну далым бый тегет. Понедельник, напомни. Зып. Талан ханага нэгдүгээр өдөр болгонд Алагой бичхаарэ Аза хайхан нэвтрүүлгээ Бурят FM-ээр дамжуулгаар шагнагдъя гэж тавуултанда хэлж өгнөч. 5 цаг.
Удын хошин. Удын хойлот алсак. Углом отон бурятот алыгой гантик қой. Шағнық. Олег? Ага, Энда. Олег? Надеюсь, в новом году в рамках, в числах первого, да, презентация клипа группы Шано на песню «Колхозы трактор». Вот, мы снимали летом вот, с Саней Архинчеевым. Потом скоро в рамках симпозиума деревянных скульптур, который проводил этнографический музей, будет презентация фильма, документального фильма про это мероприятие, и плюс еще презентация клипа на музыку Баттулги Галмандах. Ну и там его музыка, чистый инструментал, очень красивая музыка, и исполняют артисты из театра Байкал. Там такая, сочетание таких деревянных масок, скульптур, такая коллаборация, короче, такая кайфовая будет. Вот. Потом что еще-то? И главное событие, лично для меня, да, которому я отдал очень много сил, это презентация документального фильма про Доржи Банзарова. Большая экспедиция была от Питера до Казани и так далее. Вот. И спектакль, собственно говоря, тоже Доржо называется. На сартульском диалекте, кстати, потому что он был сартулом. Вот. Пока так. Классно. У меня скоро выйдет видеоклип о моей малой родине, о Зугмаре. Песня на бурятском языке. Песню уже знают, в принципе, о Зугмаре, но вот мы снимали очень долго клип, и он очень красивый, мне кажется, получился. И я всем, когда он выйдет, пожалуйста, залайкайте его. Репост. Да, репост. Всем, кто не понял Гандика по-бурятски, каждый понедельник в 17:00 на радио Бурят ФМ 90.8 FM у нас передача, которая называется «Аза». И полностью мы делаем ее на бурятском языке, слушаем разную музыку, разговариваем, шутим, хохочем. Это то, каким я хотел бы видеть на самом деле радио на бурятском языке. Так что заходите, слушайте, ждем вас. А то правда там Из первых дней Сагалгана, с февраля, смотрите новый бурятский телеканал, первый национальный, где весь контент будет бурядар, общими усилиями, с помощью вас, я очень надеюсь, поддержите контентом, творческими идеями, советом, всем-всем-всем, чтобы все буряты объединились, и это была площадка, на которой включил и Зырхын уверенно, вот прямо, чтобы очень хочется. Мне и АТВ нравится, АТВ красавчики. То да, согласна. Спасибо большое. Спасибо. Так, за сторис гыжбаганда бурядардык сторис бышеду зиеза. За их ундытын ухыт, мане турушинке паблик ток дурбы. Залушылы наме сангай YouTube каналдары, мане сыхыдам жылға харахар аргаты байнет. Тимку? Байтай.